Другая сусветная война стала тяжким выпрабаваннем у гісторыі чалавечай цывілізацыі. Для беларускага народа Вялікая Адчынная вайна не толькі гісторыя. Практычна кожная беларуская сям'я ведае пра вайну не па чутках. У той вайне Беларусь страціла кожнага трэцяга жыхара. Менавіта таму клопат аб ветэранах у нашай краіне святы маральны абавязак. Сегодня мы посетили нашу уважаемую Татьяну Николаевну, ветерана Великой Отечественной войны, в рамках подготовки и проведения очень знаковых мероприятий для всей нашей страны. Это 80-летие освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, 80-летие освобождения Шкловского района и 100-летие образования Шкловского района. Хочу сказать, что в рамках этих мероприятий, посещая наших глубоко уважаемых ветеранов, мы смотрим, какие условия проживания, какие есть моменты помощи. Здесь мы организовываем и волонтерское движение со стороны наших общественных объединений, пионеров, представителей общественного объединения Белорусского союза молодежи. И, конечно же, знак глубокого уважения и признательности за их подвиг, за то, что они дали нам возможность жить, трудиться в свободной, независимой стране. Ірына Анатольевна выказала словы падзякі ветэрану вайны. Пацікавілася яе станам здароўя, праблемамі, якія хвалююць Татьяну Миколаевну. У сваю чаргу ветэран Вялікай Адчыннай вайны Татьяна Карпеченко падзякавала кіраўніцтву нашага раёна за ўвагу і клопат і павіншавала ўсіх жыхароў Шклоўшчыны з надыходзячым 100-гадовым юбілеем района. Всем жителям района пожелаю всем им крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов в жизни. И главное, чтобы они помнили всю историю Шкловского района, прошлое помнили. Потому что жителям Шкловского района, конечно, пришлось пережить же вот эту Великую Отечественную войну, чтобы они не забывали это, помнили. Теперь, чтобы они ценили и берегли то, что имеют сейчас. Ценили и берегли. Вот. Ну, и думали о хорошем будущем. Чтобы в будущем наша Беларусь была такой же прекрасной, такой же тихой, спокойной, как они все жители жили и радовались, и любили, и берегли свою Беларусь, и не предавали ее.